Юрий Андреевич, известно, что был план соединения Печоры через Каму с Волгой. И в 1971 году, по-моему, была сделана попытка... Не 31-м, Нет, в 71-м. в 71-м. Да, в марте месяца 71 года. Была сделана попытка, но неудачная. Так, у вас есть по поводу этого роман, да, детективный? Да, детективный. Так, Но пожалуйста, расскажите. дело такое, что ученые, которые изучают там географию, движение там рек наших, в основном в центральной и южной России, конечно, в первую очередь, они стали предчувствовать, что Волга теряет свой поток, уровень воды ее снижается, и воды будет не хватать вот именно в центральной и южной России. А на севере есть мощные реки: Печора, Северная Двина, Вычегда, ее приток. И, в общем, они текут просто в океан, в Северный Ледовитый, особо не перенося. И сейчас даже после ельцинского развала страны, даже и судоходства на них практически нет, кроме перевозки с этого берега на тот, там маленькие селения. И вот поэтому где-то в 60-е годы возник проект перебросить пару северных рек, значит, Северную Двину, Печору, на юг, повернуть на юг, чтобы они через Волгу, через ее притоки вели воду в Каспийское море. И они, в общем, начали рассчитывать это все, какие варианты. Или там на Печоре надо поставить одну плотину, или же две. Тогда будут разные варианты, так сказать, затопления. Вот уже там затопление окружающей местности. И уже начали делать, так, а что-то там, это пар идет, да? Да. И уже начали делать канал. Но канал надо было от Верхней Печоры до Камы довольно длинный прокопать, что было бы очень дорого, потому что там были безлюдные места, безлюдные лесные места. И тогда они пришли к выводу, что можно использовать атомные бомбы, но небольшой мощности. И вот в 1971 году они привезли туда эти бомбы, устроили там, значит, такой блок, и две бомбы они взорвали удачно, а третья бомба у них как-то не туда пошла, не туда ударила, и, в общем, она каналу не помогла. Но они, по крайней мере, где-то 2/3 этого канала все-таки прорыли. И вот когда они прорыли 2/3 канала, наши ученые вот в этом филиале, в коме-филиале Академии наук СССР рассчитали, что будет, если вот или тот, или другой вариант запруды Печоры сделать для того, чтобы повернуть воду на юг. И выяснили, что будет затоплена половина территории Коми, причем и как селения, людские селения, будут затоплены леса, а здесь очень хорошие леса, очень много их, 28 миллионов кубов каждый год прирастает еще. Вот.
И ну, утонут многие животные, дикие животные, которые... То есть будет катастрофа. Катастрофа, не говоря уж о Печорыловском заповеднике, где выращивают там домашних таких, домашних лосей и так далее. И ученые, в общем, все эти данные из своих расчетов дали в правительство и в советское правительство, что здесь будет трагедия. И все полезные ископаемые, которых много в Коми, тут и газ, и нефть, и там, значит, сырье для алюминия там и так далее, они будут затоплены так, что до них не добраться будет. И погибнут люди, животные, леса, миллионы кубометров леса. И тогда правительство решило остановить этот проект. И, в общем, все, прекратили докапывать этот канал, хотя там оставалось 1/3 еще прокопать, и они бы уже в приток Камы попали бы, и дальше вода могла бы идти. Но зато была бы затоплена наполовину вместе со всем своим содержимым Коми-республика. Вот такая эта история. Но я еще хочу, у меня интересный, но он здесь у меня, по-моему, в этой книге, о том, как я в своей редакции, ну здесь я написал, что это не редакция, а там, значит, ну такая научная, в леспромхозах где-то в 70-е годы открыли такие научные отделы, которые делали расчеты на будущее, и, в общем, как, значит, сделать лесную промышленность более эффективной. На самом деле эти события происходили в газете «Заря». Там у нас собрались молодые работники, потому что там местных журналистов, вот, коренных местных, не было. Только один редактор, который ничего не писал, только подписывал газету. Вот. И поэтому этот редактор дал в газету, вернее, в журнал «Журналист», всесоюзный журнал, дал материал, что ему требуются работники для вот районной газеты в Троицко-Печорске. И туда приехало человек 5 парней, ну таких 23-25 лет. Вот. Но кого? Они были талантливые, но почему их, так сказать, выпустили из каких-то дальних городов, из редакции? Потому что они все пили. Все пили, а когда они пили, они, в общем, потом творили какие-то, ну, такие дела хулиганские там, вплоть до того, что один ночью зашел во двор редакции, самый юный парень, взял машину, ну вот УАЗик этот, и какую-то девицу начал катать по свету машину, он ее свалил и бок помял. И у него потребовали или ты вернешь стоимость ремонта, или мы тебя посадим, сказал редактор. Эти парни, мои, значит, сотрудники газеты «Заря», они все время что-то совершали. Они то попадали в итоге то в СИЗО, то в КПЗ. В Троицке. В Троицко-Печорске, да. А я там, хотя я был на год-полтора старше в среднем, вот так их, я был уже там, работал заместителем редактора, был знаком с
милиции, и с начальником. Так, и в итоге что? И в итоге я ходил и их, в общем, освобождал. Их освобождал, а этому дал деньги на ремонт машины, редакционной машины, не знаю, там 500 рублей тогда, советских, представь себе, в 60 каком-то году-то было, в 60, наверное, пятом, шестом, это очень, очень большие деньги были. Но у меня на книжке лежали. Вот, он сказал, что я тебе постараюсь вернуть, я тебя постараюсь вернуть, а иначе бы его посадил редактор. И вдруг я почувствовал, что вокруг меня собирается какое-то, ну, как бы, знаешь, это, как вокруг волков, веревка с красными флажками. То есть, как будто меня вот хотят захватить. Хотя первый секретарь райкома тоже жил около меня, Трегуб, и, в общем, хорошо ко мне относился. Я не мог понять, кто что. А у меня, оказывается, еще, кроме этих холодильников, и я ему отдал комнату, а сам жил на печке, на плите, до которую я не топил, и просто столешницу вот такой вот положил, какие-то там какие-то одеяла положил, и, в общем, там лет 7 жил вот так. Потом оказалось, что он, вот это